حقيرة مقيرة ضميرة ضدوك حدوخة مدوخة ذكورة ضدوك زي التقيات كاف جاد كلمات محمود علي كاف جاد زي تنقال الفضل نقاس يشولي وكسرت ديكو حوار يشولي كوا دكتور تدوا وبروس دربي خاطر دربي تنك تحن زي حديدي شمدر لا زي حاجز بقى وده زبوري أسمر تحقق خاطر دربي أتواني ليتا بوك أنت اللي كجنا تحقق هذا الخاطر آخر زي نفس الدول ده هم إشكو شديد هذا نفس الدول ده هم تنفادي دول تحن أنا الدربي يعني كافي جاد محمود علي مكسر كلمات نقاس نقول ليتا حقيت واسطة جيت حوار شو بيت عندي أخي بي وي ديليغاتي قل لسه بدعوة تتقنع الدول شو ديتادات أتوى ديتاد جيت أدمنستراتي بولبي قاص شرب الشوية تقاصد حديثة أتوى ليت قناع بديزل دات ليت عقل دات برسدات الوقت أبشيت بديني شو تا تق غوك ليل دي شو دات تون ديزل دات كاف ديتاد دول دس كاف سهل تاخذ يخ أبرشنيا زي محمود علي مكسر كلمات سهل أبرشنيا بين جويجو أصحاب زعيش كشان أصحاب مستوى. بسم الله الرحمن الرحيم. Председатель проинформировал о ситуации, в связи с чем мы обращаемся к жалобой к главе республики, потому что полностью проигнорированы наши обращения ранее, которые мы отправили. Вопросы злободневные, волнующие не только Совет Тейпов Республики, но и всю общественность Республики. И нам непонятно, почему такое отношение к нашим официальным документам. Главе Республики Ингушетия Махмуд Али Кариматову жалоба на незаконный отказ в рассмотрении обращения общественного объединения граждан. Уважаемый Махмуд Али Максарипович, сообщаю вам, что Советом Тейпов Республики Ингушетия за исходящим номером 22 от 8 июня 2026 года было направлено приглашение вам для участия в заседании движения по злободневным для Республики вопросам. Копии обращения прилагаем. Однако нами был получен ответ за подписью Чернышовой об отказе в рассмотрении обращения по существу. В качестве причин отказа указаны в том числе отсутствие сведений о государственной регистрации движения в качестве юридического лица, отсутствие доказательств правосубъектности движения и полномочий его председателя. Кроме того, должностное лицо сослалось на факт ликвидации в судебном порядке иного общественного объединения юридического лица со схожим наименованием, неправомерно отождествив его с действующим движением. Считаем данный отказ грубым нарушением законодательства Российской Федерации, а также прав граждан на объединение и обращение в государственные органы по следующим основаниям. Первое. О правосубъектности движения и отсутствии обязанностей по государственной регистрации. В силу части 1 статьи 30 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на объединение. Согласно статье 3 Федерального закона 82 ФЗ об общественном объединении, далее ФЗ 82, граждане имеют право создавать общественное объединение без предварительного разрешения органов государственной власти. Общественные объединения могут создаваться и функционируют без государственной регистрации и приобретения прав юридического лица. В соответствии со статьей 18 Федерального закона, такие объединения считаются созданными и обладают правосубъектностью с момента принятия решения на общем собрании. А в силу статьи 27 того же закона, они наделены законным правом представлять и защищать интересы своих участников в органах государственной власти. Второе. О безусловном праве движения на обращение в рамках федерального закона номер 59 ФЗ.
Согласно части 1 статьи 2 Федерального закона, указанного о порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации, граждане имеют право направлять индивидуальное и коллективное обращение, включая объединение граждан. Конституционный суд Российской Федерации в постановлении от 18 июля 2012 года номер 19-П прямо разъяснил, что установленный федеральным законом 59 ФЗ порядок рассмотрения обращений в полной мере распространяется на обращения любых объединений граждан, в том числе не являющихся юридическими лицами. Третье. О полномочиях председателя общественного движения. В соответствии со статьей 18 Федерального закона номер 82, формирование руководящих органов объединения без статуса юридического лица оформляется протоколом общего собрания. Полномочия председателя движения основаны на волеизъявлении участников, закрепленном в соответствующем протоколе. Нормы Федерального закона 59 ФЗ не обязывают руководителей общественных объединений прикладывать к обращениям нотариальные доверенности. Согласно четвертое, о недопустимости отождествления движения с ликвидированным юридическим лицом. Ссылка Чернышова на судебное решение о ликвидации посторонней организации юридического лица со схожим наименованием юридически несостоятельно и является правовым самоуправством. Согласно статье 61 Гражданского кодекса Российской Федерации, ликвидация юридического лица означает полное прекращение его существования без перехода прав и обязанностей к другим лицам. Наше движение является совершенно иным объединением граждан, созданным в соответствии со статьей 18 Федерального закона 82 ФЗ. Движение имеет свой собственный устав, свои цели и своих уникальных учредителей. Закон не запрещает гражданам использовать близкие по смыслу наименования при реализации права на объединение. Возможная принадлежность отдельных участников движения к ранее существовавшим, в том числе ликвидированным организациям, в силу закона не может выступать основанием для дискриминации, ограничения или лишения граждан их личного конституционного права на коллективное обращение. Статья 33 Конституции Российской Федерации. Таким образом, ваш подчиненный чиновник вместо рассмотрения обращения граждан по существу занялся домыслами, подменил правовые понятия и неправомерно уклонился от исполнения должностных обязанностей, установленных статьей 9 и статьей 10 Федерального закона 59 ФЗ. На основании изложенного, руководствуясь статьей 30-33 Конституции Российской Федерации, Федеральным законом 59 ФЗ, 82 ФЗ, постановление Конституционного суда Российской Федерации номер 19-П, прошу провести разбирательство и привлечь к ответственности виновного чиновника, допустившего грубое нарушение требований Федерального закона 59 ФЗ и некомпетентность. Приложение. Копия обращения Совета ТЭП Республики Ингушетия от 8 июня 2026 года. Копия ответа отказ Чернышовой от 3 июля 2026 года. Председатель Совета ТЭП Республики Ингушетия Магомед Султанович Плиев. В связи с тем, что нам было отказано в первый раз, мы решили обратиться повторно к главе Республики Ингушетия. Уважаемый Махмуд Али Макшарипович, Совет ТЭП Республики Ингушетия выражает вам свое уважение и приглашает принять участие в нашем заседании. Встреча будет посвящена обсуждению ключевых вопросов, которые ранее поднимались представителям нашего Совета и требуют совместных решений органов власти и общественности, а именно ситуация вокруг общественного движения «Антилирика», обсуждение хода реализации масштабного проекта по строительству водозабора на реке Асом, вопросы темпов работы, интеграции с существующими сетями и влияние на водоснабжение городов и сел республики. Текущее состояние, проблемы и перспективы изучения ингушского языка в образовательных учреждениях республики. Заседание состоится 24 августа 2026 года в 10:00 по вышеуказанному адресу. Ваше личное участие позволит выстроить прямой диалог для оперативного решения этих острых для жителей Ингушетии проблем. Если у вас не получается посетить заседание, прошу до этого дня пригласить к себе представителя Совета ТЭП Республики Ингушетия по данным вопросам. Контактный телефон с уважением председатель Совета ТЭП Республики Ингушетия Магомед Султанович Плиев.